Выживает сильнейший здесь не сработает. Это вообще не наш принцип. Это не наш принцип, и он не должен срабатывать. Выживает сильнейший, тогда никто не выживет. Советская культура или пролетарская культура изменила нас. Мы утеряли сегодня, знаете что? Мы менее открытые. Как синхронизированы у нас, да, вот эти вот этнические, сугубо национальные традиции и вот эта религиозная обрядовая практика. За тобой сохраняется право твоей личности, выбора твоего. Вот этот институт репутации, он сохранился у нас? Вот обряд – это конституция вот этого общества. Лето – время отпусков и выходных. И пока вы с интересом проводите свои отпускные и выходные дни, Меркес продолжает свою работу. И мы решили выйти за пределы нашей студии. Почему? Потому что сегодняшний разговор будет посвящен традициям крымских татар, ритуалам и обрядам. И, конечно же, их символическом значении. И где проводить этот разговор, как не в Бахчисарае и не в Дервиш-Эве. Это будет очень интересный разговор. Поехали. Зариханым, принято считать, что традиция – это такая устоявшаяся модель поведения. Что с нашим поведением? Важны ли для нас все еще традиции наши? И являются ли они такими же конституцирующими, как они были раньше? У нас есть очень хорошее такое устоявшееся выражение. К сожалению, мы сегодня очень редко используем вот эти вот айтемлар. То есть то, что было, то, что говорилось, и то, что заложено буквально в одну-две фразы, заложено большой смысл, глубокий смысл. У нас есть такое выражение «Адет ханун дигель, ханун кибе хукумы бар». То есть традиция – это не закон, но она настолько сильна, настолько устойчива и имеет влияние на общество, которое выработало эти традиции, как вы сказали, уже на протяжении многих веков. Поэтому оно влияет на нас всегда. Иногда мы не понимаем этого влияния. Мы воспринимаем, что мы сегодня современные люди, живем в современном мире, вокруг нас различные устройства технические, и это дает нам больше свободы. Но, к сожалению, больше свободы это не дает. Почему? Не дает почему? Потому что мы привязываемся ко всему этому. А привязавшись, мы становимся заложниками, да? Но тех же гаджетов. Мы заложники фактически. Если раньше обязательно было комши капсы, то есть между соседями был забор, иногда его не было, но даже если его был, обязательно была дверь. Дверь для соседа. И после того, как мужья утром уходили на работу, дети накормлены, у женщины появлялся промежуток, небольшой промежуток времени на собака веса или комшика веса. То есть они через эту дверь проходили, не выходя на улицу, друг к другу и за чашкой кофе уделяли друг другу внимание. Многое из нашей культуры, из наших традиций было либо уничтожено, либо потеряло какой-то полный объем, да, значения в период, во-первых, 44-й год, да, это тот период, который, просто выдранные куски не только нашей жизни, но и в культуре, и в традиции. Дальше советская эпоха. Эпоха, которая, нивелировала очень многие вещи. С одной стороны, национальные, этнические вещи нивелировала, а с другой стороны, адаптировала, да, то есть всех сделала такими универсальными солдатами вот этой эпохи, да, советской эпохи. Насколько вот эти процессы, да, вот эти вот советская культура или пролетарская культура изменила нас? Насколько мы подверглись этому влиянию, да? Я нередко говорю такую фразу, да, у нас есть потерянное поколение. Потерянное поколение – это те, кто был, в принципе, это мои родители. Их депортировали, когда ему было 5, 6, 7 лет. В этот период их оторвали и забрали. Как вы уже сказали, бабушкам, то есть родителям наших родителей, некогда было заниматься своими детьми, потому что они были привлечены к работе. Обязательной работе. Обязательной работе. У меня сестра двухмесячную отдали в ясли. Мама уже вышла на работу. То есть вот такие условия были. Мои родители выросли в той атмосфере, которая была, советская атмосфера. Да? Они там
молодцы, отличники, комсомольцы, закончили школу, стахановцы, в партию и все прочее. Они во всем этом выросли. Но сохранило нас, вот во всем этом, сохранили нас наши традиции. Мы их не теряли. То есть вот это поколение старшее, родители моих родителей, кому-то повезло, были еще бабушки, дедушки, они сумели вот это сохранить. Во всем этом они находили вот этот очаг нашей свадьбы, да? То есть сегодня мы можем, положа руку на сердце, сказать, что да, наши крымско-татарские свадьбы сохранили нашу музыку, нашу идентичность, наш язык, потому что это была наша общая коммуникация. Они сохранили, да. Потому что если бы мы и этого не делали, мы бы растерялись. Вот то есть оно живо, оно нас держит. Только сегодня, я же говорю, мы настолько раскидываемся на все вокруг, и мы потеряли смысл этого. Мы находимся в древнем Бахчисарае. Если мы посмотрим вокруг, природа сохранилась. Если бы могли говорить эти камни, эти деревья, наверное, многое бы нам рассказали о нас, о крымских татарах, о том народе, который сформировался здесь, у которого здесь истоки и корни. Если обратить внимание на архитектуру строения, да, еще что-то есть. Есть то, что нам напоминает наше прошлое. То, о чем нам рассказывали наши родители, депортированные из Крыма, будучи детьми. То, о чем говорили нам наши бабушки, когда находили время напомнить нам, кто мы и откуда, где наши истоки. Бахчисарай, конечно, изменился, изменилось все. Все меняется в этой жизни. Этот город – это как бы символ для нас, для нашего народа, символ того, что мы должны находиться в своих традициях. Что нас сохранило, да, в местах депортации? Ведь мы оказались в условиях, где совершенно невозможно было соблюдать какие-либо такие узаконенные, устойчивые наши традиции. Но мы все-таки сохраняли, и это нас сохранило. Наши свадьбы, наша традиция собираться, приходить друг к другу на помощь, традиция в радости быть вместе, традиция в горе быть вместе. В одном из наших выпусков прозвучал тезис о том, что крымские татары – символьная нация, невербальная. И в течение всей нашей истории, которая предлагала нам разного рода испытания, эти символы, и язык, точнее, символов мы потеряли. Либо он утрачен в своей полноте, да? Означает ли это, что мы научились вербально выражать какие-то свои важные для нас мысли, тезисы и так далее? Означает ли это, что мы навсегда потеряли этот символьный язык? Я думаю, что мы его не потеряли, мы им сегодня пользуемся. Он живет еще у нас. Но не совсем мы осознаем, что это вот именно символы. То есть переданные нам нашим нашим поколением какие-то вещи, мы принимаем это как естественное наше существование, не придавая этому особого внимания и не придавая этому научное какое-либо изучение. Одним из, наверное, таких вот символьных, это были все-таки опять отношения, о которых я говорила. Да? Ведь крымские татары, это один из уникальных народов, я считаю, тюркских народов. У нас каждый член семьи, либо вне семьи, он всегда имеет свое имя. То есть по имени данному ему родителями не обращается, а обращается по имени его статуса в семье. Да? Мы говорили Хартбаба, Хартана, Бита, Деде, разные формы. Степень родства. Да, степень родства. Но кроме этого у нас еще есть степень родства родня со стороны матери и родня со стороны отца. Мы их называем по-разному. То есть даи, эмдже. Мать – это дае, это тизе. В южнобережных крымских татар есть, говорят, тизана, то есть тизиана. Со стороны отца говорят ала, эмдже. Есть алана тоже говорят. То есть это тоже все вот эти диалектные особенности. Но то, что каждый член рода
непосредственно это семья, либо за семьей, они все имеют, кроме того, что их так называют, они еще имеют и влияние на этого человека. И они несут ответственность. Ведь, опять-таки, мы возвращаемся к сватовству, да? Никогда не придут в дом свататься к тому, у кого один из этих родственников, там, Дае, МДЖ, Тизе, Алла, если кто-то из них в джамат, в обществе, проявил себя с какой-то не очень хорошей стороны. То есть адың чыққанчық, жаның чықсын. Репутация. Репутация. Он потерял уважение к себе, и по нему судят о всем роде. Вот этот институт репутации, он сохранился у нас как таковой? Я думаю, что все-таки пока еще он сохранился. Не настолько строго, не настолько скрупулезно. Он еще сохранился. Он еще имеет влияние. Ну, в данном случае, если мы говорим о браке. Если свататься, то прежде всего изучают до 7-го колена весь род, чтобы не было пересечения по материнской линии. То есть брак запрещен. По отцовской линии до 4-го. Только после 4-го разрешен брак. Поэтому как бы вот всю эту родню фактически изучали, спрашивали непосредственно у ребенка. Например, сен хайсы койлысын, я да сен хайдасың, тамырларын хайдан. То есть это был обязательный вопрос непосредственно тому, кто пришел свататься, или вообще к человеку, чтобы понимать, с кем ты разговариваешь. Это тоже коммуникация. Потому что разные диалекты, разный темперамент, разные особенности. И если ты хорошо знаешь родной язык, если ты хорошо знаешь то общество, в котором ты живешь, хорошо знаешь свой род, то ты должен понимать, что рядом с тобой есть род другой, с другим темпераментом и с другим мировоззрением. Опять-таки, да, хороший сосед. Это может быть оказаться совершенно, особенно в нашей сегодняшней бытовой жизни, это может быть сосед оказаться вообще либо южнобережный, либо степной крымский татарин, а ты вот, ну, как-то ни к тем отношений не имеешь, у тебя свой диалект. Поэтому вот эти вот особенности, они были, ну, то есть они сегодня живы. Они что есть. еще сохранилось, а что исчезло у нас в этой символьной коммуникации? Исчезло. Ну, исчез, опять-таки, я говорю, вот этот вот тесный контакт. Традиция в радости быть вместе сегодня актуальна, ну, наверное, вот, ну, за последние 15-20 лет осталось 30%, наверное, я так думаю. Потому что, ну, как оно происходило, да, подготовка к свадьбе. Мы же за один день не готовимся к свадьбе. Конечно. Как писали исследователи, которые приезжали сюда, в Крым, они писали, у крымстатар очень интересно. Говорят, у них между сватовством и свадьбой проходит небольшой промежуток времени. Ведь когда происходило сватовство? Это после хадрлеза. То есть это весной закончены пахотные работы, есть небольшая пауза. И вот в это время люди проходили весь этот обряд сватовства. Четко определенное время. Ну, в основном это Плюс-минус, так получалось, да. А когда же наступала свадьба? Свадьба уже после дервиза. Ну, то есть это могла быть, да, начиная с осени, глубокая осень, зима. В принципе, свадьбы тогда, они проходили, эти свадьбы. И точно так же они писали, что, несмотря на то, что между сватовством и свадьбой проходил небольшой промежуток времени, семьи были крепкие. Семьи были устойчивые, разводы фактически не встречались. При том, что разрешались разводы у крымских татар. Фактически они не встречались. И вот это тоже была той самой традицией. А давайте подумаем, почему вот так случалось, да? Почему вот редкие разводы были, при том, что знакомство было недлительное. Ну и понятно, что как сейчас, тем более там по телефону передать друг другу, написать, встретиться, это было фактически ограничено. Где мог юноша увидеть девушку? Юноша мог увидеть девушку на свадьбе. Ну, опять-таки, да, свадьба, какая она была? Общее, да. Женская половина, где есть музыканты, есть девушки и есть той абла.
Сестра, которой юноши говорили, заставь вот ту девочку станцевать. И когда часто приглашали какую-либо девушку к танцу, было понятно, что она находится в поле зрения какого-либо юноши. И можно уже загадывать о том, что она тоже скоро станет невестой. То есть вот эти вот традиции, это было очень такой тонкий подход друг к другу, очень такой эстетический подход. Ни в коем случае не говорили, вот это такая и прочее. Нет, очень тонко, очень осторожно. Деликатно. А вдруг, да, деликатно. А вдруг она откажет? Она могла отказать. Ее никто не заставлял, что вот ты должна за этого выйти. Нет, она могла отказать, у нее было такое право. И поэтому, чтобы вот на все это проходило деликатно, вот такие вот очень хорошие традиции были. Вообще интересно говорить о крымс-татарах не в одной такой вот устоявшейся глубинной традиции, да, что у всех одинаково, там южнобережные, Орта-Йолах, степные крымские татары, у всех все одинаково, и вот они все строго по этой традиции. Были очень много нюансов, очень интересных нюансов. Это было и отличие, это была и изюминка. Предположим, вот прежде чем прийти свататься к девушке в степном районе, юноша накануне приходил и на порог ее дома ложил уголек. То есть они предупреждали, что придут сваты. И семья уже готовилась. Но в других регионах такой традиции не было, и потом сваты могли появиться в любой момент. И вот это вот в любой момент может прийти в дом гость, это было традицией, и это было ожидаемо всегда. Буквально на днях мне рассказывала родственница, я, говорит, помню бабушку, она в 6 часов утра нас всех будила, все везде быстро заправляли, все убирали, и она говорила «Масафр келебле». То есть может прийти гость в дом. И отсюда традиция в доме. Если в крымс-татарский дом заходили, сейчас уже есть некоторые дома, которые вот эту традицию возвращают, с эстетикой современности. А тогда это были рафы, полочки, на которых размещалась медная посуда. И эта медная посуда начищалась. Она должна всегда была блестеть. Медь, естественно, имеет свойство со временем терять свой блеск. Но вот этот блеск, он все время должен был соблюдаться. Почему? Потому что будь то сваты, будь то гостья, случайные гости могли быть, могла быть сваха. Такая личность тоже была в обществе. Она могла прийти просто за чашку кофе и увидеть, что медная посуда не начищена. Ага, значит, из этого дома девушку не надо никому предлагать, потому что, есть нюансы. То есть либо еще не подросла, либо не заложено в этом доме соблюдать такую вот чистоту. Традиция радости, Зоя Ханум. А насколько теперь это все сохранено? И вообще эти традиции, они теперь формально соблюдаются? Или они еще как бы живы? Еще недавно традиция радости ознаменовалась тем, что еще недавно, это ближайшие 25... 30 – это самый такой сложный момент был возвращения крымс-татар. 25-20 лет назад еще сохранялось, что за некоторый период, за неделю до свадьбы, домой собирались родственники, здесь подготавливался нишан, подготавливались, значит, в зависимости от возрастных нюансов, подготавливались предметы, которые должны были быть использованы на свадьбе. Это сохранялось. Сегодня упростили. То есть раньше было бохча. И бохча тоже было символично. В бохча это был огромный платок, в который складывали все подарки для невесты, для ее матери, если в доме есть бабушка, для бабушки, для дедушки, для отца, для братьев. То есть все это соблюдалось, как и было издревле. Обязательно каждый должен был получить подарок, потому что в их дом приходит новый человек, новый член семьи, которого они принимают как родного. И этот человек хотел прийти в этот дом с тем, чтобы бошхолнендегиль, то есть не с пустыми руками каждому подарок. Еще такое сохранялось. Затем потихоньку эта традиция стала меняться, подарков стало меньше. А затем, если говорить сегодня, я не могу сказать прямо вот сейчас, да, потому что в ближайшие 2 года не было такого, что я оказалась на свадьбе. Но из разговоров вокруг, в принципе, невеста покупает себе, жених покупает себе, но традицию обмена вот этими вот подарками они сохраняют еще. Что мы потеряли, когда стали индивидуально покупать себе подарки? Смотрите, мы чем дальше, тем больше становимся материалистами.
То есть материальный мир нас заедает, захватывает он нас, фактически захватывает. Это исходит из того, что меняется наше эстетическое восприятие и меняется наше отношение к нашим древним традициям. Мы не понимаем, почему это делалось, с какой целью вот эти вот, подарки туда-сюда друг другу передавать. В чем смысл этого всего? Мы этого не понимаем сегодня. И поэтому сегодня все так вот трансформировалось. Крымско-татарский дом – это один из важных и главных символов для нас и имеет очень большое значение. Да? То есть это наши такие символические границы нашей безопасности. Это дом, где нам комфортно, это место, где проживают вот все эти самые поколения, это место, где мы передаем из поколения в поколение какую-то информацию. Я сейчас задаю себе вопрос и думаю о том, что читая наши сказки, крымско-татарские сказки, для нас вот это вот безопасное пространство, оно было гораздо шире в свое время. Да? Оно не ограничивалось домом, но вот со временем это пространство сужалось, и сегодня стало модным, скажем так, ограничиваться каким-то вот узким кругом. Для меня, как для политолога, это очень такая, скажем так, маркерная история. Почему? Потому что вот все это сужение наших границ, да, это сужение нашего пространства, где мы можем развиваться, где мы можем себя проявлять. Да, и сейчас стало модным на определенных футболках, трендовых футболках сегодняшнего дня наносить принты. И я заметила один из принтов, в нем тоже есть вот это вот ограничение, так называемое. Да? На одной из таких футболок на парнях я видела написано «Хрым ветан хоранта». Не кажется ли вам, что вот это есть такое ограничение? Если мы говорим о наших богатырях, подвиг которых описан в наших легендах, в наших сказках, то мне хотелось бы сказать, что это является одним из показателей того, что наше пространство было намного велико. То есть, когда человек, вот вы правильно сказали, дом – это как бы наш вот такой мирок и наша защита. А тогда вот то пространство, о котором говорят эти герои, либо о них говоря, упоминается какое-либо пространство, вот это и было наше пространство. Почему? Потому что в сказках, в легендах упоминается период древний, да? То есть, скажем так, период Крымского ханства. Период Крымского ханства территория была другой. Гораздо больше. Гораздо больше. И вся эта территория, она была защищена законом этого государства, этого ханского указа. И люди, проживающие на этой территории, они чувствовали себя защищенными. Ведь давайте, если мы обратим внимание в прошлое Крымского ханства, в Крыму никогда не было конфликтов ни на конфессиональной, ни на национальной почве. То есть в априори не было такого. Нельзя было говорить, ты такой национальности, у тебя такая вера. Это очень сильно пресекалось, это наказывалось. Поэтому люди жили вот в этой гармонии. Каждый уважал национальность рядом живущего, каждый уважал его религию. Ведь даже если человек попадал в плен, да, его забирали в рабство, как у нас многие любят описывать, вот, Крым, рабы и прочее. Ему представлялась возможность: прими ислам, и ты станешь равночленным гражданином этого общества, со всеми истекающими плюсами, правами. Если ты хочешь остаться в собственной религии, ты 5 лет будешь бесправным рабом. Но это не значит, что тебя закроют там и где-то будут держать на привязи и прочее. Ты будешь выполнять определенную работу, но ты будешь бесправным. То есть лишен определенного социального статуса. Да, через 5 лет ты становишься гражданином этого общества, и исходя из всего остального. То есть за тобой сохраняется право твоей личности, выбора твоего. Тебя как личности, как человека. Хочешь остаться в этой религии, в которой ты был до плена, ты остаешься в ней. Хочешь изменить эту религию, принять законы, которые тебе диктуют то место, где ты оказался, ты тоже можешь это принять и измениться, то есть изменить свою жизнь. Еще один фактор, который нас, в общем-то, сохранил, это прежде всего наша религия, наша вера. И очень многие говорят, что
При всем при том атеизме, который транслировался, да, в советскую эпоху, нам удалось вот и религиозную традицию сохранить, да, там условный обряд именоречения, тот же обряд никяха, да, если мы говорим. То есть, несмотря на все эти гражданские процедуры, да, которые мы выполняли, сохранялись и вот эти вот традиционные религиозные. Меня интересует вопрос, как синхронизированы у нас, да, вот эти вот этнические, сугубо национальные традиции и вот эта религиозная обрядовая практика, как оно сосуществовало и сейчас сосуществует? В депортации мы оказались в среде тюркоязычной и с исламским культом, то есть религии в исламе. Мы оказались в этой среде. Ну, если так по логике, мы должны были там раствориться. Потому что единая религия, близкий язык. Мы просто должны были там исчезнуть. Но этого не случилось. Потому что религия и наши обряды, они соединились воедино. И они друг друга дополняли, то есть один другого не опровергал. Обязательным было никях. Это было обязательное, и оно проходило в каждом доме. Не так, как сегодня, да, в мечети едут помпезные и прочее. А тогда нет, в доме. Обязательно было обрезание. Это тоже в доме, это тоже отдельный целый организм был. Здесь тоже вся родня собиралась, это тоже было очень символично. Это все происходило в доме. Вот этот обряд обязательный, то есть свадебный обряд и другие обряды, они нас собирали, и мы оставались вот этим единым народом, единым организмом. Ну и опять-таки, да, ничего сегодня так сильно не поменялось в том, что мы все оказались опять рядом друг с другом, компактно. Нам так уютно. Не потому, что мы кого-то не любим, да, или кто-то нам чужд, а потому что, ну, вот так оно сложилось, мы всегда жили компактно. Сейчас, например, родители молодые, да, не надо воспитывать моего ребенка. Если ребенок на улице, и там кто-то ему делает замечание, ну, это прям переходит в стадию скандала. Не надо воспитывать моего ребенка. А ведь раньше такого не было. Чужих детей не было? Чужих детей не было. Потому что они все жили рядом, это все был один единый социум. Ребенок уходил, как, ну, степной, горный дом, да? Отсюда ребенок, оттуда сверху, потому что более молодые, выше жили. Уходил ребенок из дома, и он шел бита, харбаба, хартана, харбаба вниз туда. И по пути его мог себе затащить МД, Алла, Дае, потому что они там все рядом жили. Во-вторых, они все смотрели за ним, потому что ребенок, он не совсем осознает и оценивает результат своих действий. То есть вот он блеснул у него мысль, и он эту мысль реализует. А то, что в итоге он может упасть, поломать себе где-то, навредить себе или навредить тому, кто рядом, он об этом не думает. А рядом с ним находится вот этот вот взрослый человек, который его останавливает и как бы ему делает замечание. Нельзя так себя вести. Не потому, что он его ограничивает, потому что он его защищает, что ребенок не может это анализировать. И родители не сильно переживали, что их дети могут где-то телефонов не было спросить, «Алла, мен балам сенде?» Или там, «Ана, келдімі сізге бала?» Не было такого. Ребенок уходил, и они знали, что вот в этом социуме чужих нет. Никто не навредит этому ребенку, и он окажется там, куда он шел, там, к матери, к бабушке, к дедушке или еще кому-то. Он не будет голодный, потому что его обязательно накормят. Причем не один раз. Причем не один раз. То есть каждый родственник, какой увидел, он его обязательно покормит. Ну, сегодня вот такое воспитание, да, из серии «Не воспитывайте моего ребенка, я сама это сделаю без вас». Ну, считается, что если вы позволите себе что-то посоветовать, это такое, знаете, переход каких-то личных границ. Ну, может быть, это время такое, может быть, в этом есть определенный смысл, что жить своей, скажем так, жизнью, не обращая внимания на то, что предлагает тебе там, ну, окружающее тебя общество. Мы не можем жить просто своей жизнью. Для того, чтобы жить просто своей жизнью и жить так, как я себе представляю, и воспитывать своих детей так, как я себе представляю, я должна оказаться в таком месте, где нет никого, кроме меня, кроме моего собственного мнения, моего собственного видения мира. И я его этому ребенку навязываю, он должен себя вот так вести, потому что я так считаю. Оно так не может быть. Каждый ребенок в обществе находит свое место. Разным путем.
Кто-то выходит на улицу, улыбается всегда ребенок. Ну, вот такой он родился, он всем улыбается. Все его любят, все его чем-то угощают и прочее. Есть другой ребенок, который все время насупленный такой, все время кого-то он хочет ударить. Ну, как в детском саду, да, ребенок пришел покусанный, а почему ваш ребенок моего кусает? Он так любовь свою выражает. Ну, что ты ему сделаешь, да? То есть ребенок – это личность. Он родился, он вышел на улицу, и он свое место определяет своим поведением. Если ему сделали замечание, он это записывает. Он понимает, что так себя вести нельзя, потому что придет такой же, как ты, другой, и так же, как ты, себя поведет. И тогда будет не очень хорошо. Правила игры. Правила игры, да. То есть вот это «выживает сильнейший» здесь не сработает. Это вообще не наш принцип. Это не наш принцип, и он не должен срабатывать. Выживает сильнейший, тогда никто не выживет. Традиция семьи, она сильно не отличалась, потому что несколько поколений жили в одном доме. То есть это бабушка, дедушка, мама, папа, дети. Если уже были взрослые дети, то это уже, значит, правнуки. Либо если это были долгожители, еще прабабушка в доме была. Вот эта традиция обязательно, что в доме был взрослый глава семьи, то есть член семьи. Это была хорошая традиция. И вот говоря о южнобережном, да, строительстве, я говорила. Почему? Потому что на крыше одного дома мог находиться двор другого. Потому что сверху жили их дети. И вот эта вот иерархия сохранялась. То есть родители, бабушка, дедушки, родители и прочее. Оно сохранялось. И точно так же семейная традиция. Будь то степной регион, южнобережный предгорный регион, будь то Ялобое, везде традиция была одна, чтобы вся семья, все жили вместе. В этом был и хороший умысел, и хорошая традиция. Да. Кроме ценности общения, еще было так, что чем занят молодежь? Работали. И женщина всегда была занята работой, и мужчина, естественно, он вне дома был занят работой. А дети... Они же рождались, и они росли. За ними нужен был глаз да глаз. И вот эти вот бабушка, дедушка, а если прабабушка, прадедушка, то это вообще был тот фактор, который этих детей, во-первых, охранял, организовывал, воспитывал и любил. Они настолько много любви получали от бабушки и дедушки, потому что любого ребенка возьми, когда начинаешь с ним разговаривать, и он всегда вспоминает бабушку и дедушку. Вспоминает какие-то такие мелкие нюансы, но это настолько близко сердцу этого человека, этого ребенка, затем уже сформировавшейся личности. И фактически вот это старшее поколение, оно формировало эту личность. Оно давало возможность молодежи спокойно работать, быть занятым бытом. Вот это вот проживание нескольких поколений, условно говоря, в одном дворе, там в определенной иерархии, это воспитывало личность, учило человека любить, доброте и какой-то отзывчивости, да, включенности в общество. И ответственности. Да, вопрос про вот эта глобализация, да, которая с нами случилась. Мы вечно попадали в ситуацию, когда мы оказывались в меньшинстве, и культурная среда, она была очень агрессивной, и есть очень агрессивной, давлела над нами. Мы потеряли эту историю взаимоотношений. Сегодня принято жить по отдельности. Что поменялось в итоге в наших характерах? Поменялась ли эта коммуникация между старшим поколением и молодым поколением? Разучились ли мы... Я не хочу говорить, что мы разучились любить и быть добрыми, но вот та тонкая нить доброты человеческой, насколько она изменилась? И изменилась ли? Если так глубоко посмотреть, да, то фактически ничего не изменилось. Не изменилось ничего в чем. Нагрузка на молодое поколение. На тех, кто работоспособен. Да? Ну, скажем так, налогоплательщики современным языком. На них нагрузка не уменьшилась. Они также находятся под давлением. А дети, они сегодня предоставлены детским садам, школам. Ну и где-то родители, конечно, стараются сегодня по различным кружкам. На этом вот этот храм-татар мует. На этом оно остается. То есть вот эта вот глубинная традиция, она, ну как традиция, это не традиция, это сегодняшняя действительность, она давит сегодня. А вот традиция бабушки, дедушки, да, есть сегодня семьи, которые живут рядом. Это может быть в одном дворе 2 дома. Это может быть на 2-м этаже молодежь, на 1-м этаже взрослое поколение. Сегодня еще есть такие вот семьи.
которые сохраняют эту традицию. Это хорошо. Но это социализация. Это прекрасно, потому что, опять-таки, да, родители на работе, ребенка в тот же самый кружок отвезти, с той же самой школы забрать или в тот же самый садик. Для этого нужен тот, кто в доме есть, тот, кому ты можешь доверить, а это, конечно, родители. Вот это оно хорошо, оно сохраняется. И потом, когда ребенок растет в такой семье, где есть бабушка, дедушка, а то и прабабушка, прадедушка, ребенок, он видит другой мир. Он видит, то есть он понимает, что он ответственен, будучи ребенком, и будучи, что все за ним как бы ухаживают, за ним следят, опекают его, он ответственен перед тем, что его любят, и перед тем, что он тоже должен принять участие в заботе о старшем поколении. То есть ребенок уже в доме формируется как личность, личность, которая будет нести ответственность в будущем, возьмет на свои плечи без страха ответственность за своих родителей, за свою будущую семью. Он видит, что есть семья, значит, я обязательно женюсь, я обязательно выйду замуж, у меня будет семья, у меня будут дети, и мои родители будут со мной рядом. Потому что вот это очень хорошо, это удобно. Вот это вот, скажем так, зов крови, да, из глубин идет. И оно сохраняется сегодня. Затем глобализация у нас немножечко, конечно, сегодня надавила и на наше старшее поколение. Ведь фактически сегодня не встретишь тех бита, харбаба, кота, апче, тапта и так далее. Куча вариантов диалектных, которые в переднике, да, угличек, башында шалы, пешкар говорят, оглик говорят. Эвенде дуар ястыхлар, то есть все вот это крымстатарское такое убранство, все аккуратненько, керамические какие-то особые чашки. Ашларын хохусу. Ашларын хохусы, когда все время занимаются приготовлением кобете, бурма и прочее. Все время беспокоятся, чем бы вот накормить, да? Сегодня таких бабушек нет, к сожалению. Биташек таких. И харбаба таких нет. Ну, харбаба еще как-то вот они стараются еще быть харбаба. То есть, если они осознают, что они харбаба. А с биталарнием, конечно, хартаналарнием у нас немножко проблемы, потому что те стараются молодиться. Это плохо? Плохо в каком смысле? Они теряют смысл своего статуса. Есть бабушки, которые говорят, ну-ка, не говори мне бита или хартана, говори мне там по имени. А ведь не каждому суждено стать бита и хартана. Это отдельный вид счастья. Это отдельный вид счастья. Ты пришел к этому периоду, ты вырос в этом статусе, и ты должен гордиться тем, что у тебя есть внуки, твое продолжение. И для них ты должна быть вот этим самым звеном в их жизни, этой основной личностью, и ты должна этому статусу как бы отвечать. Образ мудрости. Образ мудрости, образ желания опекать своего внука, быть с ним, делиться с ним какими-либо знаниями. Для этого, естественно, бабушка сама должна набирать тот объем знаний, который она должна передать как традицию свою, как национальную традицию передавать своему ребенку. А нашим некоторым биташкам, хартанашкам очень удобно быть современными. Крымско-татарское воспитание, оно происходило, во-первых, в рамках вот одного большого рода, одной большой семьи в том числе. Одного большого джамата. Одного большого джамата в конечном итоге. И вот сейчас очень часто говорят, что раньше мы были сплоченнее, да, раньше крымские татары больше поддерживали друг друга, а сегодня мы, ну, мягко говоря, вот каждый сам по себе, да, то есть мы разобщены и так далее. Это вот такая вот, знаете, от старшего поколения такая досада, что ли, да, транслируется. Связано ли это с тем, что заборы стали выше? Каждый живет так, как, ну, условно говоря, как ему хочется, да, по своим правилам, да, что нет этой коммуникации внутриродовой, да, и межродовой коммуникации. Как это поменяло, да, вот эти все, условно говоря, опыт советской эпохи, опыт постсоветской эпохи и все эти сегодняшние дни, как это повлияло на наше общество в целом и какие характеристики народа больше стали проявляться? Ну, смотрите, во-первых, старшее поколение, оно всегда недовольно молодым поколением. Ну, это да, это так правило. оно как-то сложилось, да, потому что я помню, когда мы были молодые, наши тоже старшее поколение, они высказывали свое какое-то недовольствие и, ну, и прочее. Есть такой нюанс, во-первых. Во-вторых, менее сплоченными мы не стали. Мы стали более занятые и менее внимательные друг к другу, но не менее сплоченные.
Потому что если случается ситуация, когда нам нужно сплотиться, мы бросаем все и бежим. У нас сразу и время находится, все находится. А так мы ищем отговорки. Ой, времени нет, я завтра пойду и так далее. Но если есть необходимость, мы единый организм. Этого не исключить. Он сегодня жив, этот единый организм. Он существует, и он формирует новое поколение в понятии единого организма. Не может человек быть один, он должен всегда находиться в обществе. Потому что как личность он может выразить себя в этом обществе, и принять или не принять его может это общество. А религия – это то основополагающее, тот духовный мир, который заложен нам, нашими предками. То есть, говоря о каких-то там традициях, да, или говоря вообще об исламе, нас всегда воспитывали в богобоязненности, в любви к ближнему и в стремлении делать добро. Потому что есть выражение «Бо дүниядан обыр дүнияға екі юк алып кетесің». Казанган алғышларың, казанган қарғышларың. Все, другого груза нет. Весь груз, который ты забираешь с собой. И поэтому, когда человек начинает общаться по материальному принципу, он собирает другой груз. То есть один груз. Когда он общается с тобой не по твоему там, месту работы, не твоему материальному положению, а просто потому, что ты есть человек, и ты ему близок духовно, он собирает другой груз. Все. Если мы сегодня будем понимать, что адамның қадыры табуты артындан күткен жамааттан көріне. Это очень глубокое выражение. То есть всякий раз, когда ты что-то делаешь, ты должен задуматься. А когда ты умрешь, кто-то будет идти за твоим табутом? Или это ляжет на плечи непосредственно твоих только близких родственников? Город Бахчисарай, он известен своим базаром и своими торговыми лавками, где мастера выставляли свою продукцию. Будь то килимы, керамические, ювелирные и прочее. Когда человек уходил для совершения намаза, он просто опускал занавеску, ставил какой-то предмет и уходил. И он мог вернуться, зная, что никто ничего не украдет. То есть вот сама эта атмосфера. И поэтому мы жили в этом огромном социуме. Все стало меняться потихонечку. Естественно, вот эти границы стали сужаться. Ну и потом само понятие, да, эв, уй, юрт, юва. Юрт – это что-то маленькое, ну, от юрта, да, как бы вот говорят. Юрт – это что-то маленькое, и это что-то огромное. Родина, меном юртум. То есть эти значения пересекались. Меном уюм. Они являются одним целым. То есть этот мир, он не зажимает тебя, а он тебе дает внутреннюю свободу. Ты понимаешь, что это твоя территория, и ты здесь защищен. Дом, да, это отдельная история, это отдельный оджак, место, где мы собирались с семьей. То есть, ну, сугубо семейные отношения. Как я уже говорила, несколько поколений в одном доме. И он таким образом и выстраивался. У нас, к счастью, еще есть такие дома. Вот мы сегодня находимся в Дервишеве, где более 100 лет этому дому. Он сохранился. И он сегодня есть показателем того, как мы жили. Ну и потом, если положить руку на сердце, да, ведь еще есть фотографии, где указываются Бахчисарайские ворота, то есть вход в Бахчисарай. Он закрывался. Еще одним фактором это символизм, да, мы говорим о символах. Символизм был всегда и во всем. Говоря о наших обрядах и в наших обрядах, говоря о наших орнаментах. Орнамент, да, вот интересное, очень ключевое такое слово, и как бы вот то, чего мы забыли в местах депортации, мы потеряли, фактически потеряли. Но велик Всевышний, он нам подарил Зулейху Бекирову. Да. Он нам ее просто подарил, нашему поколению. И она успела передать из уст в уста вот эти таинства, таинства традиционной вышивки. И то, что сохранилось,
вот эта орнаментальная составляющая сохранилась в вышивках. Ну, по крайней мере, наше поколение визуально это видело в вышивках. Конечно, орнаментальная структура была и на посуде, и на керамике, и на строительстве дома, то есть в доме везде она присутствовала. Но она нам дала знания на ткани, орнаментальную структуру. И она рассказала, почему это, что это. Это очень древние символы. Я так полагаю, что это символы того периода, когда люди еще не умели писать, то есть не было письменности, но были эти символы, и посредством этих символов они передавали информацию своим следующим поколениям. То есть одна структура древа жизни, да, это вот наша основа, основополагающая. Мы о символах еще и о орнаменталистике поговорим, но когда мы говорим про дом, это обязательно запах кофе, это обязательно хаве. И что это за наша прекрасная традиция встречать гостей кофе? Мусафир хапудан, джезве, оджахта. То есть это было обязательным атрибутом. Как только гость вступал на порог, уже готовилось кофе. Всегда возле оджах находился гугум. В нем чистая родниковая вода. Этот гугум всегда был тепленький. Зачем? Для чего? Ну, во-первых, для абдеста, чтобы всегда была готова теплая вода. А во-вторых, если гость на порог пришел, кофе должно, пока он поздоровался и прошел к столу, кона, кофе уже должно было подаваться на стол. Значит, должна была быть всегда у нас теплая, горячая вода, и мы сразу заваривали кофе. Джезве, да, несколько разновидностей джезве было. Вот у нас здесь представлены разные разновидности. Во-первых, по объему. Был джезве для одного человека. То есть ты мог сам себе сварить кофе. Порционочка. Порционочка. Сесть и, задумавшись, со сваренным также сахаром, выпить эту чашку кофе. Было кофе для двоих. Это либо супруги. Был хомша. То есть джезве для двоих и хомша джезвеса. То есть сосед мог войти один, двое, трое. И поэтому, исходя из этого, выбирали объем и форму джезве. Ручка обязательно была длинная. Это чисто для оджаха вариант. Это чисто для оджаха. Именно. Сюда засыпалась кофе, наливалась вода, и джезве подкладывали на угли. И вот таким образом, пока селям, весь селям, хайдан келдіңіз, алыңыз, ахвалыңыз, кофе готово. Ашыңны берме, хашыңны бер. То есть это очень такое, устоявшееся выражение. И на самом деле, если ты человека встречаешь с улыбкой, с приветствием, ты рад этому человеку, этот человек открывает тебе душу. Он приносит в твой дом добро, благополучие. Если же у тебя нет настроения, и ты это демонстрируешь человеку. Yüz vermeysin. Да, то есть хашыңны бермейсің. Ашыңны түшінесің, хашыңны бермейсің. И тогда человек задумывается войти в твой дом. А еще больше он задумывается, прийти ли еще к тебе. Поэтому вот эта вот устоявшаяся фраза, этот, как бы такой мудрый закон для каждой хозяйки, он был обязателен. Каждый человек, пришедший в дом, он всегда был желанным. То есть гость послан Всевышним. Это опять-таки к тому, что у нас двери никогда не закрывались, и можно было всегда ожидать гостя в доме. И поэтому и хаве у нас были совершенно, разных церемоний, да. Родственникам всегда были рады, а соседям, наверное, вдвойне, потому что если что-то случится, первым делом возле тебя оказывается сосед. Джезве наши уже вот-вот подходит. Я думаю, что у оджахта было бы быстрее. Там огонь интенсивнее, конечно, да. Поэтому, джезве наша, да, сапла джезве, сюда мы его не используем. Оджахта, конечно, потому что все уже горячее, подготовленное. И поэтому вот эта вот церемония кофейная. Еще говорили, когда приходили свататься к девушке, да, если девушке жених нравился, то она подавала ему вкусный кофе. А если он не нравился, то она в кофе насыпала соли. То есть это интересная традиция. То есть это тоже вежливый отказ. Да, вежливый отказ. Еще одна особенность, когда человек ходил в дом, он разувался. Если выходя, обувь повернута к выходу, то он понимал, что не стоит искать судьбы и счастья в этом доме. То есть вот это символизм, да, особенность, чтобы не ответить грубо человеку, а этими символами указать, что вот ты либо мил мне, либо ищи счастье в другом доме.
у другого порога. Вот эти вот такие символические особенности, они были всегда в традиции. И этот символизм был и в одежде. Хавязыр. Хавемыз, мына енді көтеріліп башлай. Тамам. Енді қоямыз філжанларға. Давайте мы лучше пройдем. Опа. Көпігі түшті бір філжанға. Қоқысы. Ақиқи қырым татар хавесі. Машалла. Есть такой момент, очень хорошее тоже крымстарское выражение. Қадын ақайға яшлықта дегел қартлықта керек. То есть наступает период, когда муж с женой, детей вырастили, они вместе пришли к этому периоду своей жизни, и они уже вдвоем. Им уютно и комфортно. И вот в этом случае возникает очень много сегодня в дворах, появляются отдельные домики для родителей. Они там живут в своем мире, им там удобно. К ним время от времени приходят внуки, приносят внуков, потом затем заходят правнуки. То есть вот это счастье. Счастье жизни. И вот в этом мире мы живем. То есть глобализация, общая большая глобализация не поела нас. Мы все-таки сохраняем вот эту традиционность, компактно находиться друг возле друга. Родители с детьми рядом. Дети переживают за родителей, родители помогают детям. То есть вот эта глубинная традиция быть рядом вместе, она у нас сохранилась, и она есть. Это радует. То есть вот эти основополагающие, они в нас живут и должны жить. Мы вот в этих детях должны это формировать. Если мы это будем помнить, мы не будем друг другу вредить, мы не будем друг друга обижать. Мы будем саканмага, с осторожностью относиться к этому. Не кажется ли вам, что ценность вообще человека в нашей крымско-татарской среде поменялась? Нет? Нет такого ощущения. Ценности, мы говорили, что пропала эта ценность общения, да, коммуникации вот этой вот внутриродовой. Мы говорили о том, что отсутствие вот этой вот логической цепочки, да, в каких-то обрядах и традициях меняет и характер самого обряда. Нет в итоге вот этого, ну, скажем так, перефокуса, да, с личности на просто вот член общества и все. Обряд это, как я уже сказала, канун, да, то есть выработанный веками какой-то порядок действий в формировании, ну, скажем так, конституция, да? Вот обряд – это конституция вот этого общества, которое выработалось на протяжении многих столетий, тысячелетий. Все остальные атрибуты – это то, что время на него наложило. То есть раньше, прежде чем выйти замуж, девушка должна была вышить и наткать более 300, 500 и 700 предметов. Сегодня никто не ткет, не вышивает. То есть это все атрибуты времени, а основная вот эта вот скелет основной, он сохраняется, он является. Если мы не будем от него отходить, а всю эту мишуру как бы вот либо нанизывать, либо убирать из нее, но останется вот этот вот озек, истинная вот эта вот суть, тогда мы друг друга не утеряли. Мы утеряли сегодня, знаете что, мы менее открытые. Мы чаще смотрим, ну, молодежь, да, иногда я смотрю, чего же они там смотрят. Разные тиктоки, разные поведения, не присущие нам, непонятно. Они не оценивают, это хорошо или плохо. Они видят, что там, ну, 1 миллион просмотров. О, это круто. Это успех. Они так к этому относятся. Они не оценивают, нету вот этой вот анализа. Проанализировать, а что это такое, почему вот туда? Что это общество такое, что вот на это смотрит, либо это на самом деле что-то такое, ого, супер, что это вот должно привлекать, и мы должны с этого пример брать. Вот эти вот ненужные, скажем, ненужная трата времени на ненужные вещи, ну, познал немножко там, увидел в этом ТикТоке, там, в интернете что-то, все, закрыл его. Ты дальше должен общаться, мы должны объяснить нашим детям и себе, что живое общение ничего не заменит. Никогда. Живой контакт, живое общение. Энергия передается только при живом общении. Мы можем через интернет друг с другом
разговаривать, WhatsApp, Viber и прочее. Мы можем друг с другом разговаривать, но вот этого тепла, которое мы ощутим, находясь рядом друг с другом, мы не ощутим и потеряем. Материальное в нашей жизни. Да? Мы очень много говорили о том, что мы вот как-то, скажем так, стремимся к какой-то самостоятельности, да, стремимся к какой-то обособленности, и вот эти материальные факторы очень часто играют особую роль. Я расшифровывала одно интервью с нашими Хардбаба Ларнен, которые рассказывали о традициях и вообще бытовой жизни вот в додепортационный период. Он поделился, Хардбаба, такой, ну, скажем так, такой историей о том, что в одной местности, я сейчас не помню, что это был за кой, но тем не менее, в одной местности, значит, определенный член этого общества достиг материального уровня. И это было достижением всего как бы вот этого вот этой деревни, этого населенного пункта. Какой-то глашатый выходил на какую-то центральную площадь в этом населенном пункте и озвучивал, что вот такой-то, такой-то, там условно Усеинов достиг вот такого материального статуса, и теперь он у нас бай и так далее и тому подобное. То есть отношение к материальному у нас не было через призму зависти, у нас не было через призму, ну, такого недоверия, и вообще материальный успех считался достоянием не одного конкретного человека, а успехом всего того общества, да, джемата, который жил в этом населенном пункте. Сейчас материальный успех является исключительно личным. Мы гордимся тем, что кто-то из нас успешен. Если мы духовно воспитаны, мы говорим «Машалла», «Алла берсин», «Ксения Хошсон». Если мы менее духовно воспитаны, мы начинаем завидовать, мы начинаем искать там какую-то причину не очень хорошую и прочее. Мы либо ничего не говорим, либо что-то нелестное говорим. Затем наши старики всегда говорили «мал холкара, ювасын кете». То есть 44-й год показал, да, насколько бы ты не был богат, но ты вместе со всеми оказался 18 мая в вагоне. Обстоятельства сравняли всех. Мы рождаемся равными, и мы уходим из этого мира равными. Нас принимают с молитвой и провожают с молитвой. Все, что мы заработали, все остается здесь. Некоторые говорят, вот я это делаю для детей. Практика показывает, что обычно дети, после того, кто это делал для детей, через некоторое время оказываются у пустого корыта, потому что у них нету этой жилки, как у этого было, и у них нету опыта сохранения этого, у них нету ценности этой. Ну, что чаще всего бывает, да? И потом, если ты закрыл свои двери, обставил себя полностью всем материальным благом, и ты считаешь, что вот это для тебя комфортно, насколько долго оно для тебя будет комфортно? Как говорится, мезарджилар или буркун келлер менаком меге в нашем гимне, да? Вот мы должны всегда понимать, насколько вот этот материальный мир, эти блага мне лично дают комфорт. Насколько я себя чувствую в эйфории. Если это дает мне вот просто личности комфорт, я в этом живу. Сколько я буду жить, я живу. Но я не переживу никого там, 1000 лет я жить не буду. Я проживу тот отпущенный для себя промежуток времени. Но и наступает момент, если ты никуда не ходил, ни с кем не общался, коммуникации никакой не было, ты ушел в мир иной, а об этом даже никто и не узнал. Все твои материальные блага остались здесь. А о том, что тебя не стало, никто не знает. Им это даже пролетело, Аллах рамет и лесно, все, что могут сказать богобоязненные люди о таком человеке. И все. Но если этот человек, имея эти блага, эти богатства, он не зажимал их под себя, да? А он вел себя так, что люди этим тоже могли пользоваться, и он радовался от этого.
что вот мне от этого хорошо, еще кому-то хорошо. Тоже пусть приходит, и мы будем вместе этим пользоваться. Мне, значит, Аллах дал такую возможность, а я хочу с ними поделиться. Здесь уже совершенно другое восприятие. Поэтому есть, конечно, такие, которые вот завидуют. Почему? Джайлик. Самая большая трагедия личности – джайлик. То есть бездуховность, невежество и недалекое видение, то есть неглубокое развитие ума. Вот это вот самая большая трагедия. У тебя может быть много всего. Ну, какие же выражения, да? Встречу одноклассников провели на яхте у двоечника. Ну, как бы это из жизни. Он может быть двоечником, но вот ему вот так вот, получилось, он это все сделал. Молодец. Если мы радуемся друг за друга и говорим: «Эвалла, машалла, Алла берсин, да, хошсын», это совершенно другой посыл. А если мы говорим: «Ана оканзыргабак, даркам себе джермед в обеджере», это уже другой посыл. Совершенно. Это очень сильно влияет на нас, на наше здоровье, на здоровье наших близких и детей. И на общество в целом. На общество, естественно. Чем больше мы радуемся, тем больше радости Всевышний нам дарит. Сагунс. Чухсагунс, это был прекрасный разговор.